Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на вас и узнаем, какой подарок от судьбы вы скоро получите. Если тема интересна, пожалуйста, загадывайте на себя, называйте свое имя, задавайте вопрос, и мы будем с вами смотреть. Я думаю, вы уже все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Как интересно. Тут не один подарочек идет. Нет, нет. Знаете, здесь два больших подарка и много мелких. Прекрасно. Пусть все исполнится. И причем в самые сжатые короткие сроки. Давайте пойдем по порядку. Первый подарок у нас заключается во взаимоотношениях. У кого-то из вас есть проблемы в семье, с любимым человеком, а может быть, вы даже находитесь в треугольнике. Здесь идет выход. Причем выигрываете именно вы. Вот как бы ситуация эта не разрешилась, какой бы, скажем так, какие бы предпосылки к этой ситуации не были, как бы ни была расстановка сил, да, например, против вас, за вас, в любом случае выигрываете вы. Почему? Да потому что за вас вступятся высшие силы, а за кого-то духи рода, а за кого-то ангел-хранитель. Вы видите, вот над женщиной, красивой, прекрасной женщиной, вот парит такой вот ангелочек, и вот крылышками ее закрывает. Девочки, но выйдете вы в победу. Ругались вы с мужем, помиритесь, муж скажет: прости, родная, извини, был неправ, был застранцем, вот что хочешь со мной, то и делай, наказывай как хочешь, я больше так делать не буду. Были проблемы в семье, то же самое, мои хорошие, вас признают правой во всем и везде, даже, возможно, лидером вас назначат, ну, если, конечно, пожелаете того, и все наладится, все станет на свои места. Что касается всяких отношений в геометрических фигурах, то, мои хорошие, вам быть счастливой. Вот как бы ни сложилось, как бы ни разрешилось, вы будете счастливой. Абсолютно счастливой. Мало того, девочки, вот тот, кто вас больше всего там задевал, либо являлся вашим триггером, раздражителем и вносил диссонанс в вашу жизнь, вот этот человек, вы видите, идет к вам с цветами. А еще может отыграться, что с грибочком идет. Ну, грибочки — это у нас подарочки, денежки, какие-то бонусы, профиты. То есть тот, кто вас обижал, либо из-за кого вы переживали, вас еще вот и порадует чем-то таким вот существенненьким, материальненьким, тем, что можно в ручках поддержать, чему можно порадоваться и применить. Да. Подарок это тоже можно будет применить. Так, дальше идем, мои хорошие. По левой стороне какие подарки? Ну, тут два человека, которые вам явно не нравятся, да, не нравятся, два человека раздражают, мешают, всячески вот пытаются вас, может быть, задеть, укусить, как-то на вас повлиять. Они для вас как преграда, то есть они вам что-то закрывают. Два человека. Может быть, они пара, может быть, они два там друга, да, либо они из одной семьи, либо одним делом заняты. Может быть, это вообще ваши конкуренты. Два. Вот эти два человека попадают в какую-то очень острую ситуацию, причем такое вот идет ощущение, как будто бы не для вас что-то подготовили, либо усердно вот сейчас занимаются тем, чтобы для вас расставить силки, выкопать капкан, вас в какую-то яму, да, кинуть, загнать. Но при всем при том, вот они натыкаются на свои же вилы. Вот они вам разбрасывают, сами же на них наткнутся. Вот сразу два. Здесь, ну, это даже не подарок, это карма. Карма в действии, бумеранг, вот он, его никто не отменял. Долетит, еще очень больно ударит. Причем ударит сразу двоих. Честно скажу, вас эта ситуация порадует.
приятно будет, вот честно, да, несмотря на то, что вы очень хороший, порядочный человек, впечатлительный, эмоциональный, добрый, но когда безнаказанно творят зло, и при этом у вас же тоже, я вижу, тут запросы были к небу. А почему так происходит? А почему, да, если человек там погонь, клейма негде ставить, ему везет, и ему, извините, там все везде на блюдеце идет, а мне, вот хорошему человеку, вот, которого гнобят и топят, мне никто не помогает, то здесь карма настигнет, закон справедливости вот так на пятерочку сработает, и вы, мои хорошие, об этой ситуации будете еще своим внукам рассказывать. Да, вот как поучительно говорить, вот была в моей жизни ситуация, были люди, которые вредоносные, ужасные, безобразные, и вот их судьба вот так наказала. Эти люди в беду попадают, понимаете? Причем беду, которую они готовили для вас. Так что подождите. Тут вот ситуация буквально вот нескольких недель, скоро все разрешится. Так, идем дальше. Здесь, наверное, работа, либо какие-то ваши дела, может быть, учеба кому-то отыграется. То ли вас не брали, то ли вас не принимали, то ли, может быть, вам что-то, какую-то работу не доверяли, либо сомневались в ваших знаниях, в вашей квалификации. Может быть, коллеги как-то себя вели некрасиво и некорректно. Я вижу, что за вас заступится тот, кто высоко стоит, либо высоко сидит. То есть руководитель, начальник, какой-то авторитетный человек. Вот прям возьмет и заступится и скажет: а что это вы тут устроили? Вы чего человека гнобите? Вы вообще кто такие? Вот прям так, знаете, вот жару такого даст. Вот за вас никто не заступался. А вот первый раз в жизни, да, вот этот человек за вас заступится. А потому что видит, какая несправедливость происходит, либо творится. Заступится за вас высокий человек в плане положения, да, высокое положение, он за вас заступится. Для вас это действительно будет подарком. Еще раз повторюсь, да, вот мне идет, информация, что за вас никогда никто не заступался. И вы вот сами по себе, да, вот выплыву, не выплыву, никто и руку не подаст. А тут вот прекрасно. Мало того, после этой ситуации на вас еще какие-то бонусы посыпятся. Может быть, вас повысят, может быть, вам какое-то хорошее предложение сделать, либо какую-то скидочку, льготу. Но улучшение, понимаете, идет улучшение. Так, мои хорошие, идем дальше, идем на правую сторону. На правой стороне у нас подарок заключается в каком-то то ли лечении, то ли в каких-то процедурах. Но тут связано со здоровьем. Либо это ваше здоровье, либо здоровье кого-то из ваших близких. То есть улучшение, эффект пойдет. Хороший такой положительный эффект. Если вдруг кто-то нуждался в дорогостоящем лечении, либо какой-то сложной операции, вас не брали, у вас не было средств на то, чтобы там оплатить эти все услуги медицинские, здесь возможно даже появление человека, как волонтера, либо какого-то, может быть, фонда, организации. То есть вам еще, вот как видите, человечка единичку несет. То есть говорит: вот тебя мы выбираем. Вот именно тебе мы поможем. Про твою ситуацию мы узнали и решили тебе помочь. То есть даже такая может быть ситуация. Но это действительно подарок, да, то есть подарить здоровье, да, либо подарить возможность стать здоровым. Очень, кстати, хорошо вам отыграется. Тоже, знаете, где-то вот, тут 2-3 недельки. Вот эта ситуация побыстрее пойдет, а вот это немножечко так подальше. Так, еще здесь пойдут какие-то результаты. Первые результаты вашего труда, либо вашей работы, каких-то ваших, возможно, вложений. Над чем-то вы бились, чем-то вы работали. И знаете, вот сейчас такое состояние нестояния, вам кажется, все это было напрасно, напрасная трата времени. Нет результата, и все. Вот я и так, и боком, и припеком, и скачу, и пляшу, да, с бубном хожу рядом с этой ситуацией дел, ничего не происходит. И тут пойдут первые результаты. И эти результаты, они будут такие вот прям, знаете, хорошенькие. Это не феерия, это не вау, но, знаете, очень приятно. Поймете, что не зря вы этим занимаетесь, поймете, что вы на правильном пути, сдаваться не надо, нужно продолжать. Будете продолжать, еще лучше у вас пойдет. То есть у вас, как ваше зернышко, да, оно проклевывается, стебелечек, лепесточки появляются. Как бы еще не ягодки, но уже цветочки.
Будет очень приятно. Дальше, мои хорошие, здесь я вижу ваше преображение. Преображение почему? Да потому что любовь идет в вашу жизнь. Смотрите, вот прям, видите, девушка такая красивая, и мужчина такой сильный, классный, такой вот уверенный в себе. И что интересно, вы видите над вами вот прям фигурка ангела. Ангела, который вас вот так соединяет. У кого-то отыграется как действительно очень хорошее, романтическое, доброе, приятное знакомство с человеком, который, как вы с ним на одной волне. Вам очень приятно будет вместе, вы как-то очень быстро сойдетесь, договоритесь. Ну и дальше любовь, морковь со всеми вытекающими. Для тех, кто уже в отношениях, вот здесь ангел вас вот собирает вас в пару, чтобы вы, скажем так, друг от друга не отвлекались и время свое понапрасну не тратили. То есть здесь будут какие-то конкретные предложения и какие-то конкретные шаги. Причем шаги взаимные. То есть и вы пойдете навстречу мужчине, и мужчина пойдет навстречу вам. Здесь вы будете полностью поглощены своим женским счастьем. Тьфу-тьфу-тьфу, да, пусть поскорее оно к вам придет. Очень, кстати, приятно. Дальше, мои милые. Здесь у меня какой-то человек что-то выигрывает, да, либо где-то занимает первое место. Причем это все происходит не по какому-то блату, или не по какому-то сговору, или не по случайности. Это происходит именно потому, что человек умный, потому что человек готовился, человек старался, человек, может быть, случайно попадет в это место, либо, ну вот, тут как жребий вам выпадает, да, то есть вас куда-то позовут и скажут, а мы даем тебе возможность, либо мы тебя одобряем, либо мы тебе позволяем. И вы себя очень ярко проявите, и люди скажут, ой, как приятно, что мы в тебе не ошиблись, как приятно, что ты именно к нам пришел, либо пришла. То есть здесь вы как награду получаете, действительно, но это уже не как судьба дает вам шанс, а эту награду, этот подарок дают вам люди. Вот, и вас как бы ставят вот на пьедестальчик и говорят, вот, пожалуйста, обратите внимание, берите пример с этого человека. Это человек умничка и большой молодец. То есть вот так вот у вас пойдет. Кстати, еще хочу отметить, вот для кого-то будет подарком вот общество людей, общество, может быть, это ваши коллеги, может быть, это ваши друзья, приятели, там, соседи, родственники, опять же таки, может быть, какое-то определенное небольшое общество людей. И в этом обществе либо нет договоренности, либо какие-то проблемы постоянно есть, как будто бы каждый там пытается переложить свою ответственность на другого. И я вижу, что вы, наблюдая эту ситуацию, вы как будто бы говорите, ну все, хватит, камон, ребятки, ну что, чем мы занимаемся? Каждый пытается на себя вот это одеяло тянуть. Но если никто не может, значит я могу. И вот как будто бы вы вызываетесь, вы говорите, вот я буду за все отвечать, я буду все решать. И вы знаете, люди вокруг вас, они, во-первых, обрадуются. Конечно же, приятно, если кто-то на себя берет ответственность. А с другой стороны, вот вопреки даже вашему внутреннему состоянию, а у вас будет дрожь, вы все равно будете переживать, вы справитесь, еще какой-то бой кому-то дадите, да, каким-то проблемам, либо какой-то ситуации. Вот вам подарок идет вот именно в том, что вы себя прокачаете. Вот в критической какой-то ситуации вы выигрываете, вы одолеваете свой внутренний страх, вы одолеваете проблему, вы из какой-то патовой ситуации действительно вот в лучах солнца, да, скачете в победу. Вот у вас так идет. И здесь идет и ваше признание, и уважение к вам, и какая-то прям любовь. Сразу хочу предупредить, не все люди любят одинаково, да, у кого-то любовь, она, знаете, сегодня есть, завтра нет, это нормально, это естественно, не заморачивайтесь. Но тем не менее вас вот признают не равным, а высшим, понимаете? То есть здесь вот прям песок весь кричит на том, что человек перерождается. Вот эта картиночка, видите, тут вверху. Один человечек, грубо говоря, умирает, да, и восстает новый. Но восстает тот, кто с победой, тот, кто на коне, тот, кто держит над головой, да, флаг, либо факел победы, да, освещает путь. Здесь очень классно нам показали. Самым главным подарком, да, вот первый подарок — это личное счастье, а второй подарок — это ваше становление вашей личности, путь победителя. Да? Путь победителя — это то, от чего вы были очень далеки. Если вы вот честно, да, там,
сами себе, да, вот кем вы себя считаете? Ну, обычным человеком. Обычным человеком вы никогда на рожон не лезете. Вы, если что-то нужно делать, вы всегда так с опаской подходите к ситуации. В свою победу крайне редко вы верите, даже если она там прям, знаете, стопроцентная. А вот здесь вот поменяется ваше ощущение, поменяются ваши мысли, поменяется ваше настроение. Самый главный подарок – это вера в себя. Вера в свою победу, вера в то, что вы, скажем так, не случайно здесь оказались в этом мире, да, и жизнь ваша, она не пустая абсолютно. И знаете, мои хорошие, вот мне очень нравится, что вы вот как будто бы ситуацию своей жизни берете в свои руки. Побеждаете вот какое-то зло, какой-то негатив, чернуху, вот то, что вокруг вас там летало, на вас давило, вы это побеждаете. Любовь к себе, опять же, появится. Желание, вот знаете, как чего-то добиться, себя показать. Страхи уйдут. Страхи и вот даже недоверие самого к себе уйдет. Тут очень классное перерождение. У кого-то прям закончится очень сложный этап в жизни, а у кого-то закончится очень жуткая трансформация. Причем такая прям, ну, наверное, пожалуй, самая страшная из тех, которые проходили в вашей жизни. Победа. Победа над самым главным. Над своими комплексами, над своими страхами и каким-то недоверием, да, самого к себе. Очень замечательно, мне все нравится. Я вижу, что вот не будет случайных подарков в вашей жизни. Это все вы заработали, это все вы заслужили. И вы хороший человек, хороший, понимаете? И хорошим людям тоже в жизни и везет, и достается, и хороших людей и подтягивают, и уважают, и действительно дают. Это все вы заработали честным трудом и совестливым отношением к жизни. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.